С 1 июля от 15 до 28% снижены тарифы на электроэнергию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такая значительная поддержка по законам экономики за счет снижения расходов должна положительно отразиться на всех сферах жизнедеятельности региона. Для юридических лиц тариф на 1 июля до принятия льготного тарифа составлял в среднем 8 рублей 21 копейку за киловатт в час. Льготный тариф сейчас будет ниже, а чем ниже расходы на ведение бизнеса, тем доступнее услуги и дешевле продукция для потребителей. Очень хорошая новость на самом деле для предпринимателей, для конкурентной среды. После того, как будет понижено на 30%, мы будем платить уже 14 тысяч за месяц или 140 тысяч за год. Эти деньги позволят нам понизить стоимость, выплатить где-то зарплаты побольше, лучше сотрудникам, а может и новых сотрудников на сэкономленные деньги привлечь, чтобы расширить производство. Благодаря тому, что льготный тариф распространяется и на бюджетные организации, часть денег, которая высвобождается из федерального бюджета в связи с снижением тарифа, направят на субсидирование оплаты электроэнергии для населения. В среднем экономия для обычной семьи может составить до 800 рублей в месяц. Я же индивидуальный предприниматель. Мне тоже очень хорошо, что снизили электроэнергию. Можно снизить за аренду. С 1 июля максимальный тариф на оплату электроэнергии для населения снизится на 36 копеек и составит 3 рубля 65 копеек за киловатт в час. Для населения, проживающего в городе в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также сельского населения, снизится на 25 копеек и составит 2 рубля 55 копеек за киловатт в час. А для населения также тариф снижается временно исполняющим обязанности правительства Республики Тыва Товарищем Хауловым принято решение, часть денег, которая высвобождается в связи с снижением тарифа по электрической энергии для юридических лиц, это имеется в виду бюджетные учреждения, школы, садики, соответственно, высвобождаются деньги, получается экономия в бюджете Республики Тыва. Эти деньги принято решение направить на снижение тарифа для населения. Расчеты специалистов показывают значительную выгоду как для населения, так и для предприятий. К примеру, для цеха по переработке молока экономия средств после снижения тарифа составит более 90 тысяч рублей в год. На сэкономленные средства предприятие может приобрести дополнительную технику. А в пищевой промышленности региона функционирует более 30 таких предприятий. С 1 июля потребители получат квитанции, где будет указан льготный тариф. Ранее, до 1 июля, для всех потребителей, проживающих в частном секторе на твердом топливе, кто отапливался, тариф составлял 3,82. С 1 июля этого года постановлением в декабре было утверждено, и тариф должен был быть составлен 4,01. На сегодняшний день, 30 июня, принято постановление о льготном тарифе, и тариф составит 3,65. Для потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, также в сельской местности, ранее до 1 июля тариф составлял 2,87. 2,67. С 1 июля должен быть тариф 2,80. И льготный тариф, который установило правительство с 30 июня, будет составлять 2,55. Для крупных организаций региона снижение тарифа будет еще ощутимее. Сейчас специалисты энергосбытовой компании проводят работу по расчету стоимости потребленной электроэнергии по новому, сниженному с 1 июля тарифу. Алдын Казбуян, Артыш Бартан, Кузел Сарых Сарен, Тува 24.